Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Знаковый визит. Это замечательный объект, это объект веры. Как изменится жизнь в Свияжске после включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, узнал Дмитрий Аринин. Массовое отравление детей или стечение обстоятельств. Это же не так просто, что массово дети могли заболеть с одними симптомами. Как обед в Арском кафе обернулся палатой в инфекционной больнице. О ситуации Альбина Минибаева. Министр культуры России красит стены казанских домов. Я вообще люблю красить. Как волонтеры восстанавливают исторический центр столицы Татарстана, увидел Станислав Яковлев. Заводной выходной. Круто! Как сельские будни большой семьи завершил столичный уикенд. Лина Зинатуллина. Сегодня остров Град-Свияжск официально получил атрибуты ЮНЕСКО. Здесь торжественно открыли знаки Организации всемирного наследия. На церемонию приехали генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и министр культуры России Владимир Мединский. Напомним, в список всемирного наследия Успенский собор и монастырь Свияжска включили в июле этого года в Кракове. А чтобы это событие состоялось в республике, начали готовиться еще с конца 90-х. Как сегодня гости отзываются об острове Граде и какое будущее его ждет, узнал Дмитрий Аринин. Открыв новый этап в возрождении истории Татарстана и России. Шары спущены, и планетарная значимость Свияжска закреплена официально. На фасаде Успенского монастыря и его угловой башни сегодня сверкали знаки Организации всемирного наследия. Воочию посмотреть на новый объект ЮНЕСКО приехала генеральный директор Ирина Бокова. Это замечательный объект, это объект веры, это объект ценностей, я бы сказала. Показывает, как люди живут вместе, это показывает глубину нравственного, я бы сказала, нравственной ценностей Татарстана, народа Татарстана и богатства Российской Федерации. Генерального директора ЮНЕСКО сопровождали министр культуры России Владимир Мединский и государственный советник республики Ментимир Шаймиев. Свияжск стал 29-м в России и 3-м татарстанским объектом ЮНЕСКО после Казанского Кремля и древнего Болгара. Это событие не только духовное, но и событие экономическое. Потому что, во-первых, мы видим с вами, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Это действительно, тут это какой-то маленький просто становится оазис идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре. А еще в Свияжске ждут больше туристов. Как подсчитали, за последние 10 лет турпоток уже вырос в 100 раз. Теперь это 700 тысяч гостей в год. Чтобы туристам было проще приезжать сюда, президент Татарстана сегодня подарил острову Граду 2 микроавтобуса и моторный катер. Подарки передал Ментимир Шаймиев. 7 тысяч посетителей начинали. А сейчас вот какое богатство, я вам скажу. Вот работа, которая, еще раз хочу сказать, приходится по душе людям, она вот обрастает такими благими делами. Главная ценность монастыря и Успенского собора – их интерьер с полным циклом настенных фресок 16 века. Теперь в зоне особого внимания ЮНЕСКО будет не только монастырь и собор, но и весь остров. Он станет как бы буферной зоной, где с особым трепетом и требованиями будет вестись строительство и посещение гостями. Так, в Успенском соборе туристические группы будут находиться минимальное время, а вся основная информация будет представлена в музее соседней Никольской церкви. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Свияжск. Включить еще один татарстанский объект – обсерваторию при Казанском университете в список ЮНЕСКО. Такую инициативу российские ученые вынашивают уже около 10 лет. Сегодня обсерваторию посетили директор ЮНЕСКО вместе с Ментимиром Шаймиевым. Гостям показали исторические объекты и рассказали о деятельности, которая там ведется. Данная обсерватория – один из объектов Казанской астрономической школы, основанной в XIX веке. Это первая университетская обсерватория в России и в течение столетия оставалась единственной в Восточной Европе. Это все в то время, не случилось. Пулковская обсерватория, она вошла в составе, музеев Санкт-Петербурга. Но мы надеемся, что со временем нам удастся, чтобы наша обсерватория тоже, стала объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Вы видите, что у нас есть старая часть, которую мы хотим сохранять, есть новая часть.
И как раз в эти минуты в пирамиде происходит важное событие – вручение сертификата ЮНЕСКО Татарстану. За торжественной церемонией следит и наш корреспондент Александра Севастьянова. Она находится с нами на прямой связи. Саша, здравствуй, поделись, пожалуйста, впечатлениями. Добрый вечер, Алексей. Действительно, это исторический момент для Татарстана. И особенно приятно, что с такой ответственной миссией в Казань приехала лично генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. И я предлагаю посмотреть этот торжественный отрывок мероприятия с выступлением президента республики, с выступлением Ирины Боковой и с вручением самого сертификата. Госпожа Бокова вручает сертификат о включении Успенского собора. Речь идет о диалоге между культурами. Речь идет о ценностях, в которых мы так нуждаемся сегодня. Многие историки до сих пор говорят, что если бы Свияжска не было, то его следовало бы придумать. Безусловно, в этих победах мы в первую очередь видим личную заслугу первого президента. Под его руководством была проведена системная, целенаправленная работа. Историческая значимость Успенского собора и монастыря неоспорима. Он построен еще в XVI веке. Работа по включению еще в предварительный список началась в 1998 году. И вот спустя 9 лет, 9 июля 2017 года на 41-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Кракове комитет принял решение включить Успенский собор и монастырь в список всемирного наследия. Для Татарстана это очень значимое событие. Успенский собор и монастырь – это третий объект в республике, который входит в список всемирного наследия следом за Казанским Кремлем и Древним Болгором. Более подробно об этом мы расскажем в нашем вечернем выпуске, но пока Алексей передает тебе слово. Спасибо, Александр. Это было включение из пирамиды, где сейчас Татарстану торжественно вручают сертификат ЮНЕСКО, а мы продолжим. Поддержка от президента. Сегодня в республике стартовал третий конкурс на получение премии от президента Татарстана за развитие институтов гражданского общества. Оргкомитет рассматривает возможность увеличения количества награждаемых. В России аналогов данного проекта нет. Победители конкурса за лучший социально значимый проект получат награду до 400 тысяч рублей. В каких проектах нуждается гражданское общество? Об этом далее в репортаже. Власть тебя замечает, твою работу, но маленькая гордость от этого появляется. Все-таки, не зря ты это делаешь. Владимир Вавилов и его детский хоспис получили премию в 200 тысяч рублей еще в 2015 году. Они были первыми победителями этого конкурса. Благодаря этим средствам здесь смогли закупить дорогостоящие лекарства и средства гигиены. Это для них значимо, ведь каждый месяц на содержание хосписа уходит порядка 1 миллиона рублей. Премия президента, она дает стимул к дальнейшей работе, усовершенствованию своей работе. Получить стимулы и деньги в этом году смогут как физические лица, так и некоммерческие организации. Главное условие – социально ориентированная деятельность. В 2015 году было 81 заявка, в 2016 более 120. Надеемся, что в этот раз, в этом году количество заявок не будет меньше. Заявки принимает Общественная палата до 14 сентября. Итоги конкурса подведут в октябре. Татарстану сегодня нужны такие проекты. Главное, чтобы были и кандидаты вполне достойные, и которые внесли большой вклад в развитие Института гражданского общества в Республике Татарстан. Премия для физических лиц 250 тысяч рублей, для некоммерческих организаций 400 тысяч. Также рассматривается возможность увеличения количества награждаемых. Альбина Слугараева, Алина Бережная, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Договор о разграничении полномочий с Татарстаном сыграл важнейшую роль в 90-е годы, но российская государственность строится не по договорному типу, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Цитата: «Прошло много времени, сильно поменялось законодательство. Как антикризисная мера 90-х годов договоры имели серьезное значение, но российская государственность, государство построено не по договорному типу», сказал Кириенко. Напомним, срок договора истек 11 августа. 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция президента России по этому вопросу будет озвучена, когда глава государства посчитает это необходимым.
Массовое отравление или стечение обстоятельств. Арская детская хоккейная команда «Факел» вместе с тренером была госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу. После очередной игры ребята пообедали в местном кафе, а ночью резко ухудшилось состояние многих ребят. Родители в растерянности. Сегодня в дело вмешалась прокуратура Татарстана. Что показала проверка Роспотребнадзора, расскажет Альбина Минибаева. У нас температура по 39, понос. Последние 2 дня эти симптомы сопровождают Раиля Газизова и еще 4 ребят из хоккейной команды «Факел». Игроки вместе с тренером находятся в инфекционной больнице. В субботу в страхе родители их привезли из Арска. Выносили прям так на руках, потому что 39,6, 39,8, у всех практически под 40 температура. Кормили салатом крабовым. Свой последний обед на усиленной тренировке мальчики запомнят надолго, ели в соседнем кафе. Осложнения начались на ночь, но 2 мальчиков отказались от еды. Они не заболели, поэтому у родителей подозрения на отравление. На 2 часа мы забрали их, поэтому там не обедали. С нашими ребятами, детьми все нормально. Именно в этом кафе и произошло неладное с детьми. Такова версия родителей. Сразу после тренировок мальчики обедали именно здесь. В самом кафе сейчас объявлен санитарный день. Стоят вот такие вот импровизированные баррикады в виде тележек. На основании предписания Роспотребнадзора я временно приостанавливаю до выяснения всех обстоятельств деятельность своего кафе. Администрация общепита не готова полностью взять на себя ответственность. Говорят, еду специально для ребят не готовили. Взяли пробу и проверили общепит и инспекторы Роспотребнадзора. Отравление – это же еще не подтвержденный факт. Это может быть и ротавирусная инфекция. Просто это такое стечение обстоятельств произошло. Это же не так просто, что массово дети могли заболеть с одними из симптомами. При этом Роспотребнадзор уже выявил нарушения в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению и хранению пищи в кафе. Сегодня у детей и тренера диагностировали сальмонеллез. Капельницы нам поставили. Проводятся все мероприятия по лечению. Состояние детей на сегодняшний день средней степени тяжести. В ситуацию сегодня вмешалась и прокуратура республики. Проверкой будут охвачены детская и юношеская спортивная школа и, конечно, кафе на предмет соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Было ли это отравление или дети команды заразились кишечной инфекцией, ясно станет после проверок ведомств. На лед они смогут выйти только после лечения. Альбина Минибаева, Марат Садгараев, Азат Самигуллин, ТНВ, Арск, Казань. Татарстан и Вьетнам стали ближе. Сегодня Рустам Минниханов провел встречу с генконсулом Социалистической Республики в Екатеринбурге Ву Зуймынгом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере бизнеса, экономики и науки. Президент Татарстана отметил, что взаимодействие республик уже проверено временем и настала пора его активизировать. На неделю в армию. Сегодня в Татарстане стартовала летняя смена юноармейцев. Около 300 ребят со всей республики проведут 7 дней как настоящие солдаты. Жизнь по расписанию, сон в казармах и занятия по военной подготовке. Что заставляет надевать берцы даже девочек, узнала Лина Зинатуллина. Первый раз одевают берцы. Они кажутся очень удобными. В армии мальчики тоже такие носят. Мальчик ты или девочка, здесь все равны. Первые испытания Зарины Фахриевой из Атминского района – час в строю в полном обмундировании. А дальше неделя настоящей армейской жизни. Но ей все это только в радость. Я хочу постоять за свою страну, родину и за себя тоже. Здесь учат дисциплине, гордости. Кстати, командиров такое рвение прекрасного пола давно не удивляет. У нас девчонки намного лучше выступают, чем ребята. Ездили куркачи на смену там, и вот там ребята, 20 человек, из них 17 девчонок прыгают парашютом, и 3 ребят. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране. Такого мнения 300 ребят. Именно столько юноармейцев со всех уголков республики проведут эту неделю как солдаты. Жизнь в казармах, четкий распорядок дня, спорт и занятия по военной подготовке. Все пригодится. Будущим танкистом буду, поэтому заранее готовлюсь в юнармии. В лагере мечтам помогут сбыться. В программе смены и занятия на полигоне танкового училища. Лена Зинатуллина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Министр культуры страны сегодня в Казани красил забор. Таким образом, Владимир Мединский поддержал фестиваль по реставрации исторических памятников «Том Сойер Фест». Напомним, с начала лета силами волонтеров отреставрировано 3 фасада особняков в центре города. Мои коллеги также сегодня присоединились к акции.
очень понравилась эта идея, что можно реально что-то делать самому, чтобы сделать город краше. 2 года назад Рушинья Болосина в Самаре увидела красивые дома, отреставрированные руками общественников. После этого тоже решила присоединиться к движению, но уже в Казани. Позже волонтерами стала вся ее семья. Благодаря нашей работе стало здесь красивее. И, что немаловажно, здесь собираются такие же люди, такие же любящие город. Порядка 100 волонтеров все лето собственными силами реставрировали фасады и стены домов 42, 29 и 66 по улице Волкова. Снять старую краску, пропитать деревянные материалы антисептиком, загрунтовать и покрасить. Так на реставрацию одного дома уходит от 1 до 2 недель. Все дома, которые мы сегодня озабочены, которыми мы занимаемся, все эти дома, конечно, они имеют, кажется, свою историю. Приобщились к восстановлению истории сегодня и министры культуры России и Татарстана. Я вообще люблю красить. Все, что можно. Казань вообще славится своими сохранившимися и восстанавливаемыми объектами культурного наследия. Фестиваль завершится в конце августа. На следующий год волонтеры планируют отреставрировать фасады домов в Старо-Татарской Слободе. Станислав Яковлев, Алина Бережная, Амир Зарюшев, ТНВ «Казань». В гостях у ТНВ коллеги из Германии. Сегодня у нас на телеканале высадился целый десант немецких журналистов. К чемпионату мира по футболу немецкий телеканал снимает фильм о России. В Казани съемочную группу из Гамбурга заинтересовала самобытность татарского народа. Одной из героинь фильма станет наша ведущая Лейсан Сабирова. Подробности документальной картины в сюжете Александры Севастьяновой. Почти 100% заполняемость стадиона, тысячи любознательных туристов в городе. Дальше больше. Впереди чемпионат мира по футболу. Не просто по рассказам эту атмосферу и эти эмоции прочувствуют жители Германии. Немецкий телеканал снимет целый фильм о России. Непосредственно рекомендовать нашим зрителям, пусть купите себе билет в стадион Казань, но не забудьте, это интересный город, это стоит там остаться 2, 3, 5 дней больше и смотреть страну. Охватят самые интересные места, говорит Рита Кнобер. В путешествиях по России она не новичок, бывала даже на Чукотке. Со съемочной группой уже проехали от Москвы до Астрахани по Волге. Отсюда и рабочее название фильма «Путешествие по Волге». И сейчас поехали из Астрахана обратно в Москву на улице, чтобы искать люди, события на правой и левой стороне Волги. Очень много татар проживают за пределами нашей республики. В Казани заинтересовала работа нашего телеканала. Национальное вещание на 2 языках. Ограничиваемся ли мы только информацией для татар, о жизни татар, об их культуре, или же освещаем всю жизнь нашей республики? Для съемок в Казани искали истинную татарку. Ей стала наша телеведущая Лейсан Сабирова. Говорит на 2 языках, готовит национальные блюда. Олицетворяет образ настоящей татарской девушки. Эфирда Татарстан хабарлары, студияда Лейсан Сабирова. Съемки на нашем телеканале станут частью большого рассказа о России. 90-минутная картина выйдет на экраны немецкого телевидения весной следующего года. Александра Севастьянова, Рамзель Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С нами не соскучишься. В этом убедилась семья Садыковых из Зеленодольского района. В рамках проекта «В объективе ТНВ. Большая семья» они отправились в путешествие по Казани. У Рамиля и Гульнас романтическая история любви, продолжением которой стали 5 детей. Как сельские будни большой семьи завершил столичный уикенд, расскажет Лина Зинатуллина. Вот таким тихим ранним утром нам придется нарушить покой семьи Садыковых. Но только ради дела, ведь отдых не ждет. Мы начинаем выходной с ТНВ. Если на отдых, то только вместе. С родителями 5 малышей, старшему 11, младшей всего 2. Даже имена у них похожие. Раиль, Раниль, Раиля, Расим. Говорят в семье исключительно по-татарски. Вот и запевают свое любимое на родном. Вместо привычных кур и овец, верблюды, львы, олени. С животными, которых дети раньше видели только по телевизору, они теперь знакомятся лично. Семья Садыковых впервые в зоопарке. Сходила бегемоты.
Дети очень рады, что вы сюда пришли. Здесь очень хорошо и весело, и погода хорошая сегодня. Ну, а еще вот Казань повидать хотелось. Казань сразу и полностью. Город как на ладони с колеса обозрения. От родителей небольшая экскурсия, а пока одни засыпают вопросами, кто-то просто замер от восторга. С небес на землю, а вернее сразу в воду. Теперь нас ждет аквапарк. Солнце, брызги, горки – вот он, идеальный выходной. Одним словом… Круто! От крутого заплыва и аппетит разыгрался. За ужином как раз есть что обсудить. Такого выходного у Садыковых еще не было. Отдыхать иногда выходим к себе только туда, на сферу. И то редкое впечатление такое, что все время сюда приходить и все время с вами общаться. И спасибо всем. Теле2 дарит вам вот этот мобильный телефон. Спасибо большое. Спасибо. На этом пришло время попрощаться с большой семьей Садыковых. Ведь в такой активный день им не обойтись без спокойного семейного вечера. Лина Зинатульна, Марат Саидгараев, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Оставаться на связи в путешествии нашим героям помогает федеральный мобильный оператор Теле2. Теле2 – бессменный спутник семейного отдыха с ТНВ. 10-й поход за Кубком Гагарина. Сегодня стартует юбилейный сезон континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч казанский «Акбар» сыграет только в четверг. А потому сегодня встреча с болельщиками и презентация обновленного состава. В эти минуты на домашней арене «Барсов» находится и наш корреспондент Салават Мухаммадулин. Салават, здравствуй. Стоит ли ждать главный трофей КХЛ в Казани? Добрый вечер, Алексей. Ну, ждать, болеть, конечно же, всегда стоит. Костяк команды сохранился, да еще пополнился игроками из НХЛ. Как раз сейчас они демонстрируют свои умения на льду. Ну, а познакомиться лично с новичками пришли 1000 болельщиков. Вот вокруг меня все 4 сектора заполнены до отказу. Ну и главные звезды сегодня это, конечно же, Андрей Марков, чемпион мира, и Станислав Галеев из Вашингтон Кэпиталс. Кстати, вместе с ними в Казань приехала целая плеяда игроков из Новокузнецкого Металлурга, а потому некоторые эксперты называют нынешний состав акбарца одним из самых креативных за последние годы. И давайте же послушаем мнение болельщиков на этот счет. Мне кажется, стал сильнее. Также приехал к нам Галиев с НХЛ, Марков усилил защиту. Ну, мне все нравится. Не хватает только Зарипова. Ожидания самые позитивные. Надеюсь, что наша команда возьмет Кубок Гагарина и привезет его в Казахстан. Я думаю, что всегда Акбарс выбирает тех игроков, которые нужно выбирать. И в этом году они себе еще подобрали более, может быть, лучших игроков. Главное событие сегодня, вот гол как раз хотел сказать, потому что главное событие сегодня это игра команды мастеров против любителей. И вот наконец мастера вышли вперед, счет 2-1, музыка, все радостно. И это событие можно назвать такой посиделкой на дорожку, потому что уже четверг на этом льду будет играть команда из Китая, Куинлунь во главе с Майком Кинноном. И с этого момента можно начинать отсчет в походе за 10-м Кубком Гагарина. И надеемся, в этот раз наш Кубок Татарина будет в Казани. Алексей. Спасибо, Салават. Будем надеяться. Спортивную тему в программе продолжит Алмаз Гафиятов. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в эфир 21:30. Всего вам доброго. Жми на газ! Возьми «Ладу» сейчас! Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит без первоначального взноса. Автоцентр «Парус». Казань-Оргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи.
Для простой и взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. В честь 130-летия Карима Тинчурина театр Тинчурина с гастролями на родине драматурга. 7 сентября Сосновоборский район, 8 сентября город Пенза, 9 сентября Каменский район. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада Зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәргә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Сегодня в Казани состоялась конференция Федерации дзюдо Татарстана. В нем принял участие президент республики Рустам Минниханов. Отметим, что дзюдо является приоритетным олимпийским видом спорта. Но до Олимпиады еще 4 года, а потому сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира. Тренировку сборной России посетил и президент Татарстана. В составе команды страны есть и 4 борца из республики. Как раз во время конференции Рустам Минниханов вручил награды тренерам ведущих спортсменов. Хочу пожелать успехов, поблагодарить активу, который здесь присутствует. Очень важно, чтобы мы всегда привлекали к нашей работе ветеранов. К другим темам. Рубин покидает один из лидеров команды, бразилец Жонатас. Об этом стало известно сразу же после разгромного поединка между казанцами и футбольным клубом Анжи. Игра, в котором нападают августа против Тосны, казанцы проведут уже без бразильца в футболке рубиновых. В первую очередь хочу поблагодарить всех людей, которые окружают клуб, которые работали, которые меня поддерживали все это время, которое мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Продолжаем тему. Почувствовать себя Караденизом или Рыжиковым может каждый. В Казани прошел турнир дворового футбола «Мы болеем за Рубин». Порядка 80 участников в 2 возрастных категориях, мальчики и девочки, сражались за главный трофей. В командах были ребята, занимающиеся в различных клубах города Казани, а также просто любители поиграть в футбол. И неважно, насколько серьезен уровень подготовки детей, ведь многие профессиональные футболисты делали свои первые шаги именно во дворе. Участники турнира по футболу были награждены медалями, дипломами и сладкими подарками. А самым главным сюрпризом для ребят стал приезд футболистов основного состава «Рубина» Тараса Бурлака и Рифата Жамаладдинова. Общение с кумирами для детей – отличный стимул для дальнейшего занятия спортом номер 1. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка, установка бесплатная. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В Татарстан пришло запоздалое знойное лето. Температуры повысились, осадки не наблюдаются. По данным Яндекс.Погоды, в предстоящие сутки на юго-востоке республики будет ясно и без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, днем же до плюс 28.
На северо-востоке республики солнечно и без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 28 градусов. На севере Татарстана ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем же будет до плюс 28. На северо-западе малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью плюс 14, днем плюс 29 градусов. На юго-западе Татарстана малооблачно и без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, днем до плюс 29. В центральном районе республики ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит до 15 градусов тепла, днем же до плюс 29. В последующие сутки температура в республике еще повысится. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой, толстостенной, алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. В предстоящие сутки в Казани будет ясно и без осадков. Ночью до 15 градусов тепла, днем же до плюс 30. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Ночью ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.